Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Працягнем наше сённяшняе абмеркаванне з арт-дырэктарам беларускага свабоднага тэатра, праграмным дырэктарам Creative Politics Hub Мікалаем Халезіным. Я нават хацеў сказаць з маладым палітыкам Мікалаем Халезіным. Але ж вот сапраўды, спадар Мікалай, вот такое адчуванне, што вы ўжо актыўна ў палітычнае жыццё ўключыліся і вас можна называць палітыкам. Ну, я бы этого не хотел, конечно, потому что это не совсем моя стезя. И на самом деле так получилось, что это даже не было моим выбором, что получилось как бы войти в политический контекст, но будут как-то называть, но я бы этого не хотел, конечно, потому что я все-таки ценю свою профессию и свое место внутри этой профессии. Але пагадзіцеся, да вас зараз вельмі шмат звяртаюцца па каментары розныя журналісты розных абсалютна СМІ з усяго свету, і каментары найбольш і можа на жаль для вас не з нагоды таго, што там зараз робіць свабодны тэатр, а менавіта з таго, што адбываецца ў Беларусі, як працуюць санкцыі, не працуюць, ну і гэтак далей, ну такія палітычныя пытанні, то ўжо фактычна зараз і забудуцца, што вы там да свабоднага тэатра маеце наўпроставае дачыненне, так і будуць казаць там эксперт, аналітык, палітык Миколай Халезин. Ну да, я в принципе, у меня нет страхов каких-то по поводу того, как называют, поскольку слишком многими профессиями в жизни вообще занимался и слишком многими был увлечен работами, но это же ситуация, как сказать, это ситуация войны, в общем, когда вынуждены делать какую-то работу, которая нам в обычной жизни, в мирной жизни не свойственна. Так же, как и с этими санкциями, то есть получается, что время, мы вынуждены были этим заниматься в 2006 году, в 2011, когда все сидели в тюрьме, и получается, что и сейчас из-за того, что остались все наши связи, все наши контакты, рабочие контакты в разных структурах, в разных правительствах. Поэтому было бы таким грешно было бы не помочь, да, и отложить это в сторону, потому что кто-то же должен это будет сделать. Но это вопросы военного времени, да, потому что я сейчас часто говорю о том, что ведь наступит когда-то та ночь, после которой мы проснемся утром и все станет другим абсолютно. То есть сейчас люди даже не очень себе представляют, что когда-то все выйдут на свободу из тюрем, появится еще и куча людей, которые там сидели просто тихо, бизнесмены и прочие, и все пойдут там в политическую жизнь. Да, и это будет совсем другая Беларусь, это совсем про другое будет политический контекст. И он изменит ландшафт абсолютно. То есть абсолютно мы увидим, кого-то мы больше не увидим из политиков, в том смысле, что в качестве политиков мы их не увидим, а кого-то увидим совсем новых людей. И это будет очень интересно, и я думаю, что это такая захватывающая история. Да, кагосьці мы убачым з тых, которых не бачым зараз, але потым ён будзе бегаць і расказваць, колькі ён зрабіў для незалежнай і вольнай Беларусі. Сумныя шуткі. Тым не менш, вось вы сказалі такую фразу: даводзілася займацца санкцыямі, і лагічна, калі працягнуць, то атрымліваецца так, што ці не з Мікалай Халезін і яго паплечнікі асноўныя тыя людзі, якія і складаюць пакеты гэтыя санкцыі і потым даюць еўрапейскім чыноўнікам на подпіс. Ну, это было бы не очень корректно, наверное, называть какое-то имя конкретное, в том числе и мое. Потому что это групповая работа, и всегда была групповой работой. То есть в 2011 году в меньшей степени, сейчас из-за сложности процесса и выросшей цены за свободу
как бы эта же группа расширилась, да, и эта группа стала международной, она уже, ее представители есть, наверное, в странах, ну, я так думаю, в десятки стран. Люди, которые принимают в этом участие, которые проводят расследования, которые на основании этих расследований ходатайствуют о включении тех или иных людей в эти списки. И это такая согласованная работа, в ней нет места каким-то сольным проектам, да, в том числе политическим сольным проектам. На этом не сильно заработаешь политические дивиденды, потому что, как ни крути, санкции – это ведь работа по разрушению, а не по созиданию. Потому что это как бы такое вычерпывание грязи, да, из какого-то объема, да, в котором хочется, чтобы осталось все чистым, а вот грязь нужно убрать. И на самом деле это работа в ней нет романтики, в ней нет какого-то удовольствия, в ней это такая не самая приятная из моих профессий, которыми я занимался. Дарэчы, а вы чакалі, што гэтым разам такі адказ будзе афіцыйнага Мінска на беларускага рэжыма, лепей так сказаць, на найперш еўрапейскія санкцыі. І я нават зараз не пра выхад з усходняга партнёрства, да ўдзелу ў якога беларускія чыноўнікаў улады і так ледзь не прымусам даводзілася еўрапейцам прыцягваць, і пра не выхад з дамовы аб рэадмісіі, а пра тое, як вось зараз, як это называецца, кашмараць бізнес найхутчэй нейкім чынам, тым ці іншым чынам звязаны з еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Вот мы маем ЮРКАС, 21 век, сёння сілавікі прыйшлі ў кампанію Модум, польскі інстытут хутчэй за ўсё зачыняецца, вось сёння нібыта там адбываюцца ператрусы. Вот такой рэакцыі вы чакалі? Да, и больше скажу, что ждем и в том числе и чистки в своих рядах, которую будут проводить власти. То есть это же, ведь многие даже чиновники, которые сейчас находятся при власти, даже они повязаны вот этими отношениями со структурами европейскими, и с финансовыми, и с коммерческими, и так далее. И, естественно, я думаю, что еще и мы увидим, как будет наезд на австрийские структуры, в том числе Райффайзенбанк, поскольку австрийцы не оправдали надежд Лукашенко и все-таки поддержали общее коалиционное решение Евросоюза. Да, это будет, это естественная реакция властей, потому что у них ведь нет ни ума, ни фантазии, ни желания там сглаживать процесс, да, он идет, Лукашенко сейчас идет в последний бой, то есть у него как бы миссия максимально разрушить то, что есть. И именно поэтому ему уже плевать на все ПВТ, и мы же уже не слышим его этих молитв про то, что меня поддерживают учителя и врачи. Неужели никто не поддерживает? Нету врачей, он сам уничтожает учителей, ну просто еще руки не дошли до учителей. А так, ну, конечно, это будет война до победы, но не до его победы, потому что у него шансов на сегодняшний день нет, поскольку воевать со всем миром, это во Второй мировой войне даже открытие Второго фронта сказалось фатально на гитлеровских войсках. А уж если говорить про там 10 фронтов, про 100 фронтов, которые открыты сейчас, то выдержать в них невозможно, тем более с режимом, у которого, собственно говоря, нет уже денег. Ну вось з гэтай нагоды Віктор Місура пытаецца, ці не атрымаецца ў нас у краіне сітуацыя Венесуэла 2.0? Нет, не может быть здесь Венесуэлы, и не может быть Кубы, и не может быть Северной Кореи. Уже много раз я об этом говорил. В Венесуэле абсолютная такая военная анархия, скажем так. Да? То есть, когда
когда военные группы создают банды, и эти банды между собой выясняют отношения и делят страну. То есть это совсем другая история, совсем про другое. Там слишком много решают уголовные авторитеты и военные, которые стали тоже уже уголовными авторитетами. И поэтому нет, это другая, это совсем про другое. То есть это вопрос, насколько быстро и оперативно Европейский Союз, США и другие партнеры по вот такой антилукашенковской коалиции найдут ответы на вызовы, которые им белорусский режим как бы все время подбрасывает. Вот если они найдут оперативное решение, то тогда это закончится все гораздо быстрее, чем можно себе представить. Учора вы паведамілі, што ўжо на пачатку ліпеня будзе прыняты 5-й пакет санкцый. Но у тым, што гэтая ваша інфармацыя праўдзівая, інсайт гэты ваш праўдзівы, у мяне асабіста няма сумневаў. Тым не менш, глядзіце, колькі месяцаў рыхтаваўся, ішлі да 4-го пакета санкцый. І толькі сітуацыя з самалётам Ryanair, яна как бы падштурхнула і прымусіла еўрапейцаў фактычна імгненна яго прыняць. І вот праходзіць некалькі тыдняў, і гаворка ўжо пачынаецца пра 5-й пакет санкцый. Не, то, што ён будзе, я не сумняваўся, але так хутка. Што прымусіла? Полностью поменялся контекст противостояния, полностью. То есть, если говорить про вот перед 4-м пакетом, это был долгий-долгий период, когда британцы, хотел сказать, европейцы использовали тактику как бы наблюдения, да? То есть мы смотрим и наблюдаем, то есть и ждем, да? То есть этот шаг такой, модель это затянулась очень сильно, потому что они все смотрели и наблюдали, и не хватало вот этого триггера, который бы ситуацию завел, хотя всем уже порядком поднадоело как бы белорусская ситуация, и все хотели бы ее разрешить. Но подтолкнул, да, только самолет. И когда этот самолет произошел, все изменилось полностью. Я думаю, что власти еще белорусские этого не поняли пока, но в ближайшее время поймут. Просто модель стала и вышла из такой тихой, выжидательной, она стала активной. И поэтому сейчас будут приниматься какие-то решения, которые, в принципе, на которые нужны были там месяцы раньше, сейчас это может происходить за недели и за дни. Потому что, когда мы говорили о том, что Лукашенко это террорист, все кивали головой, но как террор это не воспринимали. И вот только реальный факт международного терроризма, он объяснил всем, что ведь это реальный террорист, что он опасен не только для Беларуси, но и для всей Европы, а может быть даже и для мира, потому что мы не знаем, какие следующие шаги он может сделать, имея там контроль по сути, над ядерной бомбой, да, под Ашмянами. Поэтому, безусловно, все поменялось. И сейчас ведь ситуация, которую он ее прогревает еще сильнее, когда человек, по сути, ведет гибридную войну против Европы, да, когда самолетами просто борт за бортом перебрасываются мигранты из Ирака, из Ближнего Востока и забрасываются просто в Литву, да, то есть нагло, совершенно открывая границу. Или контрабанда сигарет, которая идет в государственном, как бы уже масштабах государства, когда вагоны, на которых везут государство, по сути, транспортируют свое сырье, и в эти вагоны монтируются контейнеры с контрабандными сигаретами. Но все это уже понимают, и всем уже очевидно, что опасность это растущая.
Поэтому просто ситуация поменялась, и власти белорусские к этому не готовы. Але ж я так понимаю, что рыхтаваць чарговы пакет санкцый, ну, справа не аднаго дня. Атрымліваецца, что, ну, 5-й пакет санкцый быў ужо падрыхтаваны, ці просто узялі, ну, тую частку, якая з той ці іншай нагоды не потрапіла ў 4-й пакет, і вырашылі зараз долучить. Я могу сказать, что за редким исключением это подготовлено было еще в октябре. В октябре весь огромный пакет по разным направлениям был передан туда, потом туда вносились изменения, дополнения в зависимости от как бы актуальной ситуации, и отдельные имена просто дополнялись только, но если говорить о 5-м пакете, о том, что бы там хотелось увидеть, у Евросоюза вся информация, все материалы есть. За исключением, если они захотят какие-то еще секторальные решения принять по экономике, то вот там нужно будет работа технических экспертов и юристов. Но я думаю, что он пойдет, если они будут развивать секторальное направление, то он пойдет позже, не с 5-м пакетом. Как это было и с 4-м. Я ўсё ж таки удакладнюся. Так у вас ёсць больш-менш канкрэтныя звесткі, што ў гэтым 5-м пакете будзе? Да, есть, но когда ты имеешь хотя бы какое-то отношение к этому процессу, ты не можешь называть никаких фамилий, никаких названий компаний, ничего, потому что это сразу же убирает, если ты назовешь, то это сразу убирает это лицо или эту компанию из санкционных списков, поскольку ты провоцируешь уже судебный процесс, который может сразу же возникнуть, судебное рассмотрение по факту вот этой утечки информации. Поэтому никто, кто занимается, когда люди обсуждают это и говорят, что там будет это, не верьте, потому что никто этого не знает. Более того, информация засекречена, и даже и в европейских структурах. Одна европейская структура у другой не может узнать оттуда информацию. Это закон. Добра, я тады пастаўлю пытанне па-іншаму. Памятаю, колькі месяцаў таму я размаўляў, яшчэ 4-го пакета санкцый не было. Я размаўляў з Паўлам Латушкам, які вельмі эмацыйна казаў пра тое, што вот тыя санкцыі, якія ўвёў Еўрасаюз, яны вот, ну, як камарыны укус. Потым з'явіўся 4-й пакет, потым з'явіліся сектаральныя санкцыі. Гэты 5-й пакет і далей вот гэтыя укусы, яны больш на укусы каго будуць падобныя? Ну, безусловно, Лукашенко проводит эскалацию конфликта, и, естественно, реакции будут жестче. То есть имеет смысл говорить и об оставшихся кошельках режима, которые ближнего круга. Они не все сейчас вошли, и там есть еще кому поучаствовать, кому порадоваться своим санкциям, как говорит премьер-министр, для бодрости. Но на самом деле уже сейчас ситуация, повторю, она другая, и поэтому другой санкционный механизм, потому что ведь Европа преодолела вот эту черту, перед которой стояла в нерешительности. Да? Никогда еще не вводились против европейского государства санкции Евросоюза секторальные. То есть там фрагментарно что-то было по России, по Крыму, но это была совершенно пустая история, которая ни во что не развилась. А здесь это очень конкретные меры, и вот внутри этих мер европейцы все-таки оставили какие-то сегменты, объясняя белорусским властям, что если, например, вы не пойдете на попятную и не станете входить в норму, то будет удален вот этот вот пункт об исключении одного из сегментов калия, удобрений, который не попал под санкции, да, или будет ускорено или усилено давление по транспорту.
или, то есть и по банковской сфере еще пока не до конца зажаты гайки. То есть там все намеки, даже не намеки, а все прямые высказывания Евросоюза прочитываются в четвертом пакете и в секторальных санкциях. Все очевидно совершенно. Они стали работать, как мы уговаривали, да, работать блоками, то есть уже тройка, если говорить про контроль транзита по стране и по нефти и так далее, там была эта тройка Воробей, Алексин и Зайцев, они уже все под санкциями. Есть еще люди, которые тоже должны попасть под санкции из этого же, но это уже осознанная и очень внятная работа, в отличие от третьего пакета, где мало того, что поудаляли людей из этих списков, так еще и как бы они оказались совершенно слишком мягкими. То есть это было просто какое-то недоразумение. Ну и плюс нужно понимать, что когда уже ввели людей из другой страны, то есть мы говорим сейчас уже о Михаиле Гуцериеве, который попал под европейские санкции, и еще все шансы у него попасть и в других странах под санкции, это уже совсем другая раскладка. Это значит, что здесь уже Евросоюз не делит на только Беларусь или не Беларусь. Да? Он в связке уже готов работать и по российской повестке. Але тым не менш вось у гэтых сектаральных санкцыях засталіся магчымасці для падсанкцыйных прадпрыемстваў працягваць пастаўляць сваю прадукцыю, там як такія умовы, што і заключаныя кантракты выканаць, і вот па калію не трапляюць там пэўная прадукцыя пад санкцыі, гэтак далей, гэтак далей. Гэта ад пачатку так і планавалася, вось у тым пакеце было прапісана такія умовы, ці ўсё ж таки гэта вынік працы лоббистаў пэўных? Это разные истории. Если мы говорим про то, что бывшие контракты, которые заключены, они не могут быть прерваны, это международная практика. То есть никто не может включить механизмы, особенно санкционные, задним числом. То есть если эти договора были заключены ранее, эти договора могут быть завершены. Да? То есть это и юристы, никогда юристы Евросоюза не пойдут на то, чтобы поставить в неловкое положение неважно кого, партнеров ли этих санкционных предприятий или сами санкционные предприятия. То есть все-таки закон должен работать как закон. Если говорить про калий, то есть очень большой вопрос сейчас по этому пункту. И по вопросу этот не в том, что я, например, спокойно к этому отношусь, поскольку это остается какая-то зона, которую еще можно схлопнуть, и в случае, если использовать как механизм давления. Да? Поэтому у меня нет сильной печали потому, что в этот сегмент не вошел. Но здесь есть другой вопрос. По неподтвержденной информации, повторю, по неподтвержденной информации, этот пункт удалили французы с подачи норвежцев. Норвежцев, которые, напомню, не входят в Евросоюз. Эта информация неподтвержденная, и она требует проверки. Чем мы, собственно, и сейчас и занимаемся. Да? Нужно проверить, правда ли норвежские лоббисты попросили посодействовать французов, чтобы компания, например, Яра, продолжила свою работу с Беларусь-Калием. Вот это большой вопрос, который требует ответа. И очень хотелось бы на этот вопрос ответ услышать. И многие сейчас в Евросоюзе чиновники озаботились этим, потому что если это правда, то тогда возникнет серьезный скандал. Поскольку это получается, что это страна, которая не входит в Евросоюз, лоббирует какие-то свои проекты за счет белорусов. Как это пытался когда-то сделать на начальном этапе, на первом раунде санкций, пытался сделать Кипр. Или как попыталась очень сильное лобби австрийское, попыталась сделать это секторальными санкциями, но из-за того, что была проведена такая хорошая работа, особенно офисом Светланы Тихановской, это удалось преодолеть без сильных потерь.
То есть, но тем не менее, это вопросы, которые требуют ответов. И я надеюсь, что мы их получим, поскольку по всем нашим вопросам, по предыдущим всем пакетам санкций, мы ответы получили. И все страны скорректировали свою политику. Если Латвия пыталась убирать Алексина, то теперь Латвия, потерпев серьезные репутационные издержки на этом процессе, уже голосует правильно, то есть как бы исходя из интересов мирных белорусов. Миколай, ну можа быть крыху не по тэме, але ўсё ж таки ваше меркаванне цікава. Як вы думаете, Украина долучится до европейских санкций? Я вчера в одном стриме, позавчера сказал, что есть страны делятся на дальновидные, недальновидные и Украину. То есть я не могу понять вообще логики в отношении к Беларуси, логики Украины. То есть если я могу понять логику Австрии, которая просто там пытается сохранить свой бизнес, да, в Беларуси, или я понимаю там Литву, которая поддерживает офис Светланы Тихановской и вообще белорусские протесты, ценой своих там тоже своего бизнеса, но делая себе как бы закладку на будущее, да, то есть они в будущем они хотят все-таки получить какие-то преференции, и тогда они выстраивают так политику. Но политика Украины сейчас вообще непонятна по отношению к Беларуси. Собственно говоря, как и политика Израиля, да, который вот просто прям вручает верительные грамоты, посол там расшаркивается с Макеем и так далее. То есть это вообще странная политика. Я думаю, что Израиль просто не думает о будущем каком-то, а Украина должна думать о будущем. Я бы на их месте как-то задумался над тем, что они делают. Потому что просто игнорировать белорусскую повестку, ну, это не для взрослой страны, да, такая модель. Все-таки страна должна, особенно страна, которая пытается в регионе доминировать, то она должна все-таки определяться, с кем она и как она собирается двигаться дальше. Стала вядома, што ў Брусэлі пачалі працу па выпрацоўцы крокаў у адказ на рашэнне Мінска спыніць дзеянне, ну, выйсці з пагаднення аб рэадмісіі. Правда, не ўдакладняецца, што гэта можа быць, якім можа быць адказ Брусэля. Нема у вас інсайду на гэты конт? Нет, еще просто это совсем свежая информация, то есть мы еще даже не озадачивались этим вопросом и не обсуждали это с европейскими партнерами. Есть хороший ответ, конечно, на выход из Восточного партнерства, что нет, выходить никто не собирается, потому что у нас есть официальный представитель страны, который может ее там представлять, да, то есть поэтому, то есть я говорю об офисе Тихановской, то есть я не вижу в этом вообще проблемы по Восточному партнерству. Ну да, власти не захотели получать по этой программе деньги на ремонт дорог или мостов, строительства, или еще на кучу проектов, в том числе и по образовательных и так далее. Им это не нужно. Ну хорошо, а будущее Беларуси нужно, поэтому здесь ответ, мне кажется, логичен. А по реадмиссии это более сложный вопрос. Тут нужно вообще разговаривать с юристами, что они думают. Я, например, плохо себе сейчас представляю, как бы, куда это приведет. Але дамова аб рэадмісіі ішла ў адным пакеце дамове аб, ну, скажем, образна змяншэнні кошта шэнгенскіх віз. Калі зараз скасуецца дамова аб рэадмісіі, ну, ёсць спадзяванне, што Еўросаюз не верне 80 евро за Шенген? Я думаю, что не вернет 80 евро, что останется цена этой, потому что для этого тут есть коридор для проявления политической воли, и, в принципе, Евросоюз к этому готов. Я думаю, что это вопрос не актуальный, то есть смысла никакого нет. Евросоюз сейчас идет на всяческие, наоборот, ослабление механизмов, там, как бы, давая визы практически по первому требованию.
Поэтому я не думаю, что им стоит вообще как бы настолько завязывать юридический вопрос, потому что здесь достаточно просто решения Евросоюза, который скажет, что нет, мы оставим цены на уровне 35 и все. Вот цікавяцца вашим меркаваннем, пишут наши слухачы гледачы наконт того, что незвычайная колькасць военной тэхнікі ракетных установок ідзе ў бок літоўскай мяжы. Неяк вот нават эксперт, военный эксперт Егор Лебедок у нас в эфире сказал, что можно чакаць якога-нибудь вайсковой правокации на якой-нибудь мяжы с Литвой ці Польшай. Ці чакаеце вы такого працягу? Вот что, тому что все здзіўляюцца, что гэта можа быць. Чалавек, які жыве побач з літоўскай мяжой, піша, что ніколі не бачыў столькі вайсковай тэхнікі ў наших районах. Я не думаю, что Лукашенко, он все-таки слишком сильно озабочен своей безопасностью, и я не думаю, что он пойдет на какие-то серьезные шаги военные, ведь это не военный конфликт с Литвой, это в любом случае это военный конфликт с НАТО, и это две разных ситуации абсолютно, потому что воевать с НАТО не решается практически никто. А НАТО уже неоднократно объясняла свою позицию, что не допустит ничего подобного. Поэтому я не очень верю, но я знаю, что вот эти военные танцы с бубном, они будут продолжаться. Он будет гонять этих солдат вдоль границ, он будет возить эти ракеты, часть картонных, часть реальных. Он будет заниматься вот всей этой чушью, потому что у него ведь, собственно говоря, и осталось только вот эти танцы с бубнами и остались, потому что ничего реального он же не может предложить, да, никакого ни бизнеса, ни совместных проектов другим странам, то есть ничего, человек еще и нелегитимен, и любая его подпись, она тоже ничего не стоит. Поэтому ну да, это будет такая имитация победного шествия, но если он захочет эту черту переступить, я бы ему это не рекомендовал. Таксама пытанне ад нашага гледача: чаму не далучаюцца да санкцый Великобритании и Канады? Это, ну, во-первых, канадские санкции нам, это скорее символ совершенный, потому что мы-то начали с ними переговоры осенью прошлой, и тогда они уже сделали такой шаг, как бы, когда солидаризировались в нескольких видах там санкций, то с Америкой, то вот сейчас с Евросоюзом, но там очень мало завязок, которые бы реально сказались на экономической поддержке Лукашенко. То есть у них очень мало где, мало пересечений. По Великобритании это отдельная тема, и по ней сейчас все активно работают, потому что был момент, когда осенью Великобритания быстрее всех отреагировала и ввела свой пакет санкций и пошли нам навстречу. Но только потому, что у нынешнего правительства была возможность опередить ЕС в этом и что-то там продемонстрировать. Вот поэтому, уж точно никак не заботой о белорусах это было продиктовано. А сейчас ситуация, например, очень мощно развивается процесс задавания вопросов британскому правительству, например, по Михаилу Гуцериеву. Почему Михаил Гуцериев? Почему они приняли пакет санкций очень маленький, никакой практически, и туда не внесен, например, Михаил Гуцериев, который имеет огромное количество собственности в Великобритании. Вчера, к слову, он прилетел в Лондон экстренно из Москвы. И здесь уже вышли материалы, ну, был материал еще осенью, который вышел в Телеграф, и сейчас вышел тоже большой материал, где задаются вопросы, почему этот человек не находится под санкциями, хотя по нему огромный кейс у всех есть, и в том числе у российского правительства есть претензии к нему. И был запрос в Палате лордов двух членов Палаты лордов по этому, и готовится
телевизионный проект, который тоже касается этого вопроса. То есть в данном случае нам санкционные как бы механизмы Великобритании с этим правительством достаточно сложно осуществлять, но в случае, если додавит этот вопрос пресса, то тогда здесь будут приняты какие-то решения. Антон Круглов пытается: Миколай, сектаральныя санкцыі больно удараць па людзях, якія выходзілі на пратэсты, рэжым іх не заўважыць. Ну і вось, дарэчы, Ярослав Романчук таксама сцвярджаў, што на санкцыях, глядзі, яшчэ вось гэтыя прыбліжаныя да кармушкі на розных схематозах, як называе Романчук, яшчэ больш заробяць, а вот простым людзям сапраўды можа ну так пагоршыць іх узровень жыцця. Когда мы все-таки, вот здесь разговор о том, что да, кому-то будет там тяжелее, чем сейчас. Но разговор идет о том, что либо это будет длиться вечно, либо это скоро закончится. Выбор такой. Выбор не в том, что да, но терпеть это... Я понимаю, что это была наша привычка белорусов, да, но нельзя терпеть вечно. То есть нужно переходить к каким-то серьезному давлению на этот режим, чтобы он не мог существовать. И разговор идет о том, что в первую очередь это сейчас коснется не рабочих, которые ходят на работу и получают свою зарплату. Это коснется и чиновничества, которые уже сокращают, и которые будут сокращать еще больше, и силовиков, которые, несмотря на то, что у них не хватает кадров, они сейчас вынуждены уже тоже сокращать их, потому что и это касается на самом деле всех слоев населения, но и в этом, собственно говоря, об этом и разговор, что в случае, если все останется как сейчас, то это, я имею в виду, не будет усилено давление на Лукашенко, то это может длиться вечно, да, это вечно люди будут не получать. Вот что получает Беларусь-Калий? Почему Беларусь-Калий не в состоянии сам разрабатывать там новые месторождения, будучи одним из лидеров мирового рынка? Ну, потому что выходная цена с Беларусь-Калия идет практически демпинговая почему-то, а фирмы прокладки, которые принадлежат Лукашенко, они зарабатывают и его семье, и его приближенным, и Шейману в том числе. Они зарабатывают, продавая это сырье в Европу по европейским ценам, зарабатывают на этом. Они просто перекладывают государственные деньги в свой карман. И сейчас, если раньше это были какие-то зоны, на которых они воровали, то теперь они воруют со всей страны. То есть они все монополии раздали своим вот этим бывшим чиновникам, вроде Воробья или Алексина, и эти бывшие чиновники теперь сидят на этом, и более того, они даже не платят налоги. Да? То есть специально под их компании созданы офшорные зоны, в которых они зарегистрированы. То есть вопрос быстро заканчивать или растянуть это сомнительное удовольствие на годы. Зразумела. Ну, Миколай, дзякуй. Ведаю, што і вам трэба па справах, і у нас на чарзе на наступны эфір. Але коротко, вы написали, што 5-й пакет санкцый на пачатку ліпеня, а конкретной даты нема? Нет, это всегда завязывается на какое-то из мероприятий, либо на Совет министров иностранных дел, либо Совет премьер-министров, когда они собираются на свои форумы и параллельно решают этот вопрос. То есть, но я очень надеюсь, что они не будут привязываться к какому-то конкретному мероприятию, а могут решить это в рабочем порядке, но пока нам говорят о том, что планируется первая декада июля. Ну што ж, чакаем, і нягледзячы на тое, што спадар Мікалай так і не раскрыў нам падрабязнасцяў 5-го пакета санкцый, не мае права, будзем чакаць, глядзець, што там на самой справе прыхаванае. Дзякуй вялікі. Мікалай Халезін, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.